посольстве КНР в Туркменистане состоялся пресс-брифинг, посвященный ключевым событиям в отношениях двух стран. Главной темой стал недавний визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Пекин, а также результатом ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. Уважаемые коллеги, недавно в Китае находился уважаемый Акатак, лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов с дружественным визитом в Китай. Этот визит венчался полным успехом. В ходе визита уважаемый Акатак, национальный лидер туркменского народа, имел сердечную беседу с председателем Китая господином Си Цзиньпином и обсуждали широкий спектр вопросов, которые представляют интересы обеих сторон, которые затрагивались не только двусторонние отношения, но и обстановки в регионе и в мире. Они вышли с большим количеством договоренностей, что для дальнейшего развития наших отношений сугубо важны. И мы готовы вместе с туркменскими друзьями в полной мере реализовать эти важные договоренности на благо наших стран и наших народов. Посол КНР Ци Шуминь отметил, что поездка Гурбангулы Бердымухамедова в Пекин, наряду с итогами ежегодных политических сессий в самом Китае, дала мощный толчок развитию стратегического партнерства. Стороны обсудили расширение связи в энергетике и внедрение новых технологий. Особо отметили дипломатический жест туркменской стороны, ахалтекинского скакуна, которого Гурбангулы Бердымухамедов преподнес в дар председателю КНР Си Цзиньпиню. Жест оказался особенно символичным. По китайскому календарю 2026 год проходит под знаком лошади, а в Туркменистане год проходит под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». По словам дипломата, такое совпадение еще больше сближает страны и придает подарку особый смысл. В числе приоритетных направлений сотрудничества были названы транспортная сфера и сельское хозяйство. Также Туркменистан и Китай намерены развивать совместные проекты в области искусственного интеллекта и цифровой экономики. Особое внимание стороны уделяют внедрению возобновляемых источников энергии. Эти секторы станут фундаментом для укрепления экономических связей в ближайшие годы. Также была выражена готовность КНР совместно с туркменской стороной использовать возможности механизма Китай-Центральная Азия для упрощения торговой и инвестиционной деятельности и формирования новых точек роста. В завершении брифинга Ци Шуминь подтвердил намерение Пекина в полной мере реализовать достигнутые на высшем уровне договоренности для обеспечения общего процветания двух стран.